Уважаемые соотечественники, статистическая информация на 27 мая 2020 года. За последние сутки из стационара выписано 28 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом. В Бишкеке 14, выписано в Нарынской области 8, в Джалабадской области 6 случаев. При выписке результаты лабораторных исследований отрицательные. Таким образом, за все время выписано с выздоровлением по стране 1043 пациента. Проведено лабораторное исследование, проводится в таком широком масштабе. За прошлые сутки проведено 3706 лабораторных исследований. В результате мы выявили еще 52 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19. В Бишкеке 9 случаев, в городе Ош 7 случаев выявлено, в Ошской области 2, в Чуйской области 3 случая, в Нарынской области 17 случаев, в Джалабадской области 3 случая, в Баткенской области 1 случай. И среди прибывших из Российской Федерации курсантов еще 2 случая выявлено. А также вы знаете, что прибыли 413 наших сограждан из Оренбургской области, из Бузулука. Среди них при первом лабораторном тестировании пока выявлено 8 случаев заражения. На сегодня в Кыргызской республике зарегистрировано 1520 подтвержденных случаев инфицирования. Из них в Джалабадской области 162, в Ошской области 213, в городе Ош 142, в Чуйской области 117, в город Бишкек 386, в Баткенской области 28, в Нарынской области 297, в Иссыкульской области 14 остается. Среди прибывших из Солилецка и Оренбурга 119 случаев выявлено. И среди прибывших курсантов из Российской Федерации с разных городов выявлено 42 случая заражения. На сегодня в стационарах у нас находится 461 пациент. В тяжелом состоянии сегодня 9 пациентов, в реанимации 4 больных. Средней тяжести 83 пациента, в удовлетворительном состоянии 369. Выписано 1043, умерло 16. Под домашним карантином и медицинским наблюдением находится 7054 человека. Мы продолжаем принимать в обсерваторы прибывших из-за рубежа наших сограждан. На сегодня находится в обсерваторах 2835 человек. Это вот та статистика, которая на сегодня. И один существенный вопрос, на котором я хотел бы немножко остановиться. При анализе случаев смерти от COVID-19, при анализе истории болезни от тяжелых случаев, с проявлениями клиники, люди вынуждены долго лечиться. Выясняется один такой существенный момент. Практикуется самолечение, что крайне недопустимо при коронавирусной инфекции, потому что она показала достаточную коварность, и очень, если опоздать с обращением за медицинской помощью или же практиковать самолечение, часто неквалифицированный прием лекарственных препаратов, всяких настоев, и слушать всякие недоказанные рекомендации, я призвал бы этого не делать, потому что мы и раньше говорили, что при обычном сезонном гриппе самолечение приводит к различного рода осложнениям, так и при коронавирусной инфекции этого делать совершенно нельзя, потому что затягивается время, когда можно обратиться за медицинской помощью, получить квалифицированное медицинское лечение и так далее. И на сегодня
практиковать вот эти действия, я бы призвал воздержаться и при появлении каких-то признаков заболевания немедленно обращаться к медицинским работникам, где вы сможете получить квалифицированное лечение, квалифицированные рекомендации, и вам подскажут, как с этой болезнью бороться.